Привет, ребята. Ну что, тихая охота в самом разгаре. У нас кардинально поменялась погода. Просто тупо сразу на 20 градусов, ребята, рухнула. И, короче, всю неделю дождей. Второй выход по грибу. Первый раз мы выходили с Ларисой Юрьевной. Кто смотрел, ребята, достойно мы собрали белых боровиков. И сегодня я выскочил один. Хочу сегодня, ребята, попробовать собрать именно красноголовика. Именно для грибной икры, вот именно красноголовик как-то лучше подходит. Более как-то он вкуснее, чем белый. Боровиков мы затарили, заморозили. Что-то свежего поели. И, в общем, сегодня, друзья, хочу собрать именно красноголовика. Ну, или как правильно называется, подосиновик. В общем, добрался опять на лодке. Есть 3 часа, вот буквально 3 часика, ребят, без дождя. Вчера целый вечер дождь, всю ночь шел дождь, и вот буквально 3 часика по прогнозу как будто будет без дождя. Я думаю, вот быстренько вот взять именно вот это время и попробовать подсобрать что-нибудь. Ну, естественно, как бы буду собирать, конечно, и белый, если будет попадаться, а так в целом план сегодня такой. В общем, захожу, друзья, время уже позднее, 9 часов. Обычно я так поздно не выезжаю, так как я знаю, что местные заезжают и в 4, и в 3, ну как расцветает, в общем. В это время они уже, как правило, выходят. Уже выходят. И все сливки, которые были, ну, грубо говоря, подсобрали. Ну, свой гриб мы найдем, и я насчет этого не переживаю. Что-то подсоберем. В общем, старая дорога уже такая, которая переросла в тропинку. Захожу в бор. Прохожу сейчас именно те места, где растут красноголовики. Ну и выскочу, конечно, на беломощник. Посмотрим немножко беленьких. Такая задача, такой план. Да, был ажиотаж, ребята. Реально, шутя, мы набили с Лариской там все, что мы имели с собой, все тары. Я знаю, что потом люди ездили, собирали, в общем, был какой-то трэш. Ну и сейчас, не знаю, в общем, прошло уже 4 дня после того, как мы ездили. Посмотрим, как обстановка в лесу. Кстати, помокрил дождик. Может, это даже и на руку. Короче, друзья, посмотрим. Ладно, что, давайте, предлагаю со мной погулять. В лесу сейчас прям аж дышится так приятно. Где-то рябчик споткнул. Короче, тропинка, ребята, 2 боровика стоят. Ну, такие уже большеватые, конечно. Сегодня взял корзинку, рюкзачок и еще ведерко. Взял еще ведерко, ребят. Такой, конечно, под второй сорт. Ну, в целом, гриб хороший. И главное, что чистый, друзья. Грибочки стараюсь сразу обработать по максимуму, чтобы дома меньше заморочек. А дома я еще вот этот мох срезаю. Как бы. Ну, возьмем. Они прям на тропинке, ребят, стоят, просятся. Так что возьмем. Если прям что-то где-то будет переполнен, то выгрузим, повесим на дерево. Ну, срезы. Это тут вот только тропинка. В общем, ребят, я налегке. Сегодня в сапожках. В костюмчике, кстати, вот для леса огонь. Ну и как обычно со мной Русберг. В общем, ребят, на костюме, на ножи. Ссылочка в описании. И, естественно, промокоды 10%, друзья. Реально, костюмы кайфую. Много, кстати, сыроежек, друзья, вышел. Смотрите. Вот они такие маленькие, моллюски. Их прям собирать не хочу. Но в данный момент есть хороший гриб. Как бы на сыроежки внимания не обращаем. Очень много вышло. Ребята, вот смотрите, тропинка. Захожу, как раз смещаюсь в бор, ухожу. И вот, товарищи, за которым, друзья, я сегодня выдвинулся.
Вот такие красноголовички, это боровые. Чистые, блин, ё-моё. Красавцы. Вот второй стоит, смотрите, какие яркие. Смотрите, какие, ребята, они яркие. Грибочки я что режу, имею в виду вот так, что вырываю, выкручиваю. Постоянно повторяюсь, что разницы, друзья, нету. Вообще не нарушается грибница, самая основная. Какие-то частички. После дождя гриб такой сыроватый. Но в оконцове все, я смещаю сбор. И буду заходить в эту сторону. Я сейчас в данный момент вот именно, если сравнивать от поселка, то я захожу с самого конца, получается. Потому что я добрался на лодке, а основная дорога идет там, и люди заходят наоборот сюда, а я в данный момент, короче, ну, на лодочке, зато не пешком, как говорится. Все, полетели. Сегодня, кстати, друзья, 1 сентября. Я хочу всех поздравить, всю молодежь, с началом нового учебного сезона, так скажем, учебного года. Свою поздравить дочь. Во 2 класс мы пошли. Ну, Лариса Юрьевна занимается делами в школе, а я вылетел в лес пособирать грибы. Ну, мама там разберется сама лучше, чем папа. Так что я знаю, что много детей на канале. Кто-то смотрит с детьми. Хочу всех поздравить, друзья. Давайте, слушайтесь родителей. И, конечно же, выходите на рыбалку с родителями, с мамой, с папой. И собирайте, друзья, вот такие грибочки. Вот такие грибочки. Блин, в тайге аж запахло по-своему после дождя. Жар этот упал, зной, дымка это упала. Они настолько, друзья, яркие, что прям... Ну вот я сейчас только что нашел, и буквально этого я заметил сдалека. Вот молодой, друзья, молодой. Чистенький. Вот сегодня это ему прям сутки. Ну, ночь. Ночи темные, не такие же холодные, я бы сказал. Но, говорю, похолодало. Друзья, смотрите, это же красноголовики белые. Видел тут такие? Это красноголовички. Смотрите, их сколько тут. Целая полянка, ребята. Это красноголовик белый. Не знаю, с чем связано. Может, с местом, где они растут. Это красноголовички сегодняшние. Вот тут еще спрятался один. Есть какие-то прям оранжевые, есть какие-то прям такие красные. Ну, вот я имею в виду, как вот этот. Есть более такие темные, а есть вот белые. Прям интересно. Ну, что я могу сказать, друзья? Грибы есть. Буквально на самом входе меня встречают красавцы. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Смотрите. Можно онлайн, друзья, ходить и собирать. Этот уже немножко перерос. А вот эти, братцы, они прям в огне. Я знаю, что в любом случае найдутся комментаторы, что изверг там, грибы собираешь там неправильно. Я очень много интересовался, много гуглил, как правильно собирать грибы. И в оконцове грибы собираются и так, и разницы никакой нету.
Так что не надо там писать. Бабушка вам показала. Вот надо так делать. И вы думаете, что так, и учите своих детей так. Они стоят, друзья, смотрите. Просто так перемещаюсь. Прямо возле деревца. Черничка. Ой, красота. Чистейшие ребята. Красноголовички. Ох, я прям кайфую. Сегодня именно как раз 1 сентября. В общем, родители занимаются такими делами, как школа, садики. И мне кажется, народу поменьше будет сегодня. Смотрите, что творится. Я не знаю, ребят, как вам показывать такой контент. 2 штучки. Этот червивый. Я чистенький. Ну, здесь, чтобы вы понимали, можно камеру не выключать и просто вот так перемещаться от одного к другому. Ой-ой-ой, ребята. Смотрите. Ну не рай, а, конечно, сказка. Долго. Все лето я жду осень, потому что это пора любимая моя. И грибы, и погода такая относительно прохладная. Комара меньше становится гнуться. И рыбалка по налиму. Для охотников это охота. Всех охотников, кстати, поздравляю с открытием. Открытие такое было неважно, им было плюс 30. Многие даже не поехали на открытие, но сейчас уже можно двигаться. Уже можно двигаться. А там опять стоят. Бор, ребята, здесь мне очень нравится. Этот бор как парк. Вот реально как парк. Единственное, то, что там начало немножко порвал ураган. Ну а так я сюда дочку вот привожу. Вот мы здесь бегаем, гуляем. Здесь никакой не чупыжник. Видно прям сдалека. Я говорю, грибы можно собирать прям сдалека. Да. Кайфовый борик. И самое главное, что он недалеко от дома. Пахнет, ребята, мясом в лесу. Ну прям в лесу есть гриб, ягоды, и он пахнет по-своему. Но летом заходишь, лес по-своему пахнет. А здесь прям пушка. Вот, друзья, я вот недавно вам говорил цвета. Вот смотрите, вот какой-то темный. Вот здесь видите, он был старенький. Вот, у него шляпка такая более темная. Ну, видать, наверное, на открытом пространстве солнышко попадает. Ой. Икра грибная, друзья, с красноголовика. Просто бешеная. Хотя у меня, вот, кстати, многие любят больше красноголовика в семье, чем белый. Он как-то похрустывает, у него вкус другой. А белый, как будто он как... Не знаю, как-то такой однотонный свой вкус у него. Но его зато собирать прикольно, правильно, ребята? Все-таки белый гриб это мой самый любимый именно по сборке. Не в качестве, конечно, еды, в качестве готовки, а именно по сборке. Ну, еще планы выехать за груздями. В Грузии, я знаю, тоже вышли. Надо будет созвониться с ребятами и рвануть еще собрать груздей, так как соленый гриб он еще лучше. Вот видно старенький и вот молодой. То бишь грибы, ребята, вышли, грибы растут. Очень круто. Раз, два, три. Тут дух сейчас собрал. Вот еще 4. Смотрите, ребята. Ну не сказка, а. Ну не сказочка.
А чисто звук, слушайте, как он. Как он режется. Он такой качественный. Такой качественный гриб. Ой-ой-ой. Ой, в этом углу, кстати, всегда хорошо попадалось. Именно вот здесь. Здесь как бы и открыто. Он еще стоит. Вот еще более так. И как бы как низинка. И здесь походу по кайфу. Все на подбор, друзья. Вот стоит. Вот такой. Не знаю, брать такого, не брать. Так как нет, этого белочки оставим. Пускай белочка кушает. Есть молодой гриб. Зачем нам второй сорт, так скажем? Есть первый. Просто сказка, друзья. Я не знаю, что вам сказать. Вы просто можете мне позавидовать, наверное, только. У кого сейчас нет грибов. А я, смотрите, ребята, кашу просто. Я просто кашу. Коси, говорит, коса. А мы будем косить. Сегодня не взял я пестер свой. Вот, хотя, наверное, зря. Коси, коса. Там стоят. Просто шутя. Просто шутя. Коси, коса, говорит. Там стоят. Ой-ой-ой. Да. Получаешь, конечно, удовольствие. Бываешь, ходишь. Один, два. А когда выход, тогда просто делаешь вещи. И собираешь, ребята, собираешь. Корень что-то поели так немножко у него. Ну. Естественно, дома, друзья, это будет еще перебираться, чиститься, и где-то все равно будет выкидываться, так как бываешь, корень чистишь, чистый вроде, а начинаешь дальше, он как-то проходит вроде, и там поедено, похожено. Ну какие, друзья, каких только нету. Чуть-чуть побольше уже червивый. Молодые-то чистые, понятное дело. Все, там пятна, везде, короче, ребята. Такой двойной какой-то. Такого сфоткаем. Такого, ребята, сфоткаем. Красота. Просто, ребята, шутя. Просто шутя. Да. Я сейчас просто 3 секунды наберу. Вон, видите, вроде чистый был. Под шляпку. Под корень. Начинаешь чистить дальше. И хоженые. И хоженые. Да, красиво, ребята. Вопросов нету. Я сейчас тут буквально на одном месте штук 15, наверное, нашел. Вон еще там стоит один. Я еще вот так не кручусь, как обычно. А так, немножко хожу. Я просто их вижу, ребят, сдалека. Ой, там что творится. Там страшно. Туда даже, ребят, идти страшно. Вот они, длинноногие такие, в мху. Вот они чистые.
потому что в мху стоят. Комарики немножко надоедают, поджуживают. Просто онлайн, ребят. Просто онлайн. Ничего не надо тут думать. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, короче, в районе десятки. Ух. Да. Красного будет. Нормально. Вот говорю, вот под шляпку что-то. Как-то так. Вот здесь парочка стоит. Это большеватенький такой. Но рядом малыш, которого заберем. А рядом тоже малыш, которого тоже заберем. Ай. Еще вот такой. Отлично. Да вот такой еще есть. Просто кашу. Здесь сразу 3, ребят, смотрите, малыша. Вот это вот первый сорт, только вылезли. Раз. 2. Вот чисто малыши. Карандаши. Вот такой бродяга здесь стоит. Там дальше. Жесть. Да, уродились грибочки-то в этом году. Замечательно прям. Какая толстая нога. Какая толстая нога. Вот еще. Смотрите, просто на одном месте, ребятки. Сказка, конечно. Да я еще по-любому пропускаю. Можно и устать даже. Собирать-то. Дядя Боровик, ребят, стоит. Смотрите, какой. Здесь, в этом бару, их не так уж много. Боровиков. О, какой. Плотный, хороший. Белочкам ставим. Здесь они попадаются, но здесь не так уж много, как в другом. Но мы туда тоже сходим. Мы там тоже прогуляемся. И все, понеслась, ребят. Метров 5 прошел. Все. Пошли фонарики. Вот опять вот эти белые красноголовики. Здесь они тоже вон стоят. Этого даже не будем смотреть. Этого даже смотреть не будем. Вон, смотрите, братцы. 3 штуки. Ух, вот это вообще кабаны. Кабанеллы. Смотрите, какие ноги. Ребята. Нога просто. Вот это ноги. 3 гриба килограмм, блин, весят. Жесть. Да, ребята. Просто, я не знаю. Нет слов. Нет слов. Я только зашел. Вот иду по одной стороне. Так, гуляю. А они здесь везде. Мне, наверное, кажется, что я за белыми даже и не пойду. Удар по красноголовикам запланированный состоялся уже. Уже почти корзинка полная.
У меня ведерко в рюкзачке еще. Наверное. Так и получится. Потому что они везде, ребята. Краснюки эти. Вот смотрите, еще очередная какая-то шляпка. Вот у него более она такая красная, нежели с этими. Ну, сегодня, естественно, пожарим еще. Вон еще один. Я, главное, крупным не подхожу. Они вот по окраине стоят крупные. И видно вот такие чашки. Рядом мелких собираю. И все. Больше нам не надо. Беляков собрали. Красных сейчас соберем. И остается еще груздей собрать, соленых. И в целом на зиму нам хватит. Ну, естественно, может, еще с друзьями выскочу там. Потому что и угостить надо, ребят. И родственнички есть. Так что, ребята, короче, дохожу в сторону. Я думаю, корзинку соберем. Пушка. Ну что, друзья, проскочил я по одной стороне. Ну как я так, шутя вообще. Тут бор небольшой, чтобы вы так не подумали. Может, метров 500. 500 на 500 квадратик. Небольшой еще борик. Тут не подумайте, что он километровый какой-то. Ну такой, шутя. И так я немножко там крутанулся. Ну, короче, ребят, почти полная корзина. Корзина, кстати, не маленькая, но и небольшая. Средняя корзинка. Не знаю, сколько тут ведра. В 2-3 будет корзинка. Короче, вот здесь уже ручей, заканчивается бор, и получается можно идти по другой стороне, как бы вернуться по другой, и еще пройти середину.
Вот. Ну так охота за белыми, блин, ё-моё, за боровиками. Или сегодня, ребят, не жадничать, собрать план, который мы захотели, и вернуться домой, и не мокнуть, потому что будет дождь. Он, кстати, уже начинается вроде. В общем, я сейчас пройду по этой стороне, я добью корзину, добью ведро, это 100%. И, наверное, поедем, да? А что нам? Желание-то я знаю, что есть, но надо будет выходить, надо будет идти. Наверное, ребят, пройдемся мы по красноголовичкам. Покайфуем в этом бару. И нам хватит. Все-таки, ну, куда? Продавать как бы я не намерен. Пьем чай и идем по этой стороне. Тут встретил, ребят, боровичок меня. Вот такой. Не знаю, пройти не могу мимо. Чистый, блин, зараза еще. Ну тут они вот тоже, тут немножко беломощненько. Они вот тут попадаются тоже. Там в углу и здесь. Там пару переростков сейчас нашел. Здоровых таких. Бугая. Да, уже начинает моросить. Я сегодня дождевик еще, кстати, не взял. Ладно, не будем жадничать. В следующий раз съездим за белыми. С пацанами. Пацаны просятся. Андрюх, свози, говорит, грибов собрать. Вот тогда и съездим. С другой стороны заедем на машине. У меня там еще одна точка есть. В этом сезоне еще там не был. Надо ее навестить тоже. Посмотреть, как там косачки живут. Сейчас лис посмотрим. Заморосило. Тут стоят. Тут тоже, друзья, стоят. Ну, это понятно. Короче, вообще бывает местами. Где-то больше на окраине. Где-то больше в низинках. А здесь, короче, весь бор заряженный. Он весь бор, ребята, заряженный. И нефиг нам лазить, бегать. Че нам? Смотрите, ребята, какой красавец, красномордый. Чистый, блин, аж нож не режет. Так что мы сейчас край этот пройдем. Набираем все. И let's go. Как говорится. Зато сухие. Никого нету. Он как вот длинноногий. В мху. И чистый. Смотрите, ребята. Чистый. Ах, на икорку. Накрутим икорки. Заготовим. Уже заготовили много чего. И мама, и супруга. Уже и всяких разных там аджик наделали. Огурцов. В общем, зиму протянем. Картоху еще выкопаем. И все будет в аджуре. А зимой так хопа. Баночку достал. Самогончика налил. Кстати, друзья, забегая вперед, все-таки я решился. Многие писали, Андрюха автоклав заказал. Молодец, тушенку делаешь свою, молодец. А как же на своего напиточка берешь постоянно, магазинское. Заказали, друзья, мы самогонный аппарат. Так что будет у нас теперь свой напиток. И тогда вообще париться не будем. Так что скоро придет. Будем разбираться. Так как в этом деле я еще вообще никак. Будете подсказывать мне, писать. Я знаю, что многие готовят сами. Лично, когда езжу к Гене, рыбацкий напиток ивоный не сравнится ни с одним коньяком.
хоть 7-летний, хоть 10-летний. Просто пьешь мягенько на утро бодрячком, нежели тут у нас что-то вечер посидишь, блин, пузырек выпьешь, а на утро как будто не свой, блин. Алкоголь, конечно, тоже сейчас некачественный. Не знаю, ребят, наверное, уже не интересно, да? Но это просто кос. Просто кос. Никак не назвать, вот тут реально косишь. Я уверен, что заходили с утра люди сюда. 200 баллов здесь были. Сейчас у нас тоже как бы, когда грибы идут, люди ходят постоянно, каждый день. Потому что сдают, продают. Все-таки деревня. Много малоимущих. Проблема с деньгами. И как бы на этом у нас местные тоже делают денежку. Собирают ягоды, грибы, сдают, продают. А чё, без этого никуда. Каждый выживает как может. Да, на рыбе-то, конечно, у нас не побалдеешь. Рыба у нас трудовая. Если поймаешь, то себе поймаешь только. Ну, весной на сети ловят, я знаю. Также. Допустим, на Печоре уже, допустим, ловят, и уже можно посдавать. Я имею в виду рыбку-то. Он опять белый красноголовик. Че, полна, ребята, у меня уже. Ведерко сейчас, наверное, переложу. Ведерко небольшое у меня, 7 литров. И будем добивать корзину нашу. Ну все, ребята. Перекладываюсь. Выводок рябчика поет. Раньше, кстати, здесь медведи жили. Гоняли здесь постоянно грибников. Сейчас почему-то их здесь уже давно не видно. Наверное, или забрали их, или ушли. Я даже бутерброд с собой взял. Думал, погуляю. А что гулять-то? Так, ну что, погнали, переложим. Красиво сейчас сделаем. Маленькие красавчики. Ну, поют как рябчики. Да, пора осенняя. Ну вот, полное ведерко наложил. Вот у меня чуть больше полкорзинки. Значит, корзинка где-то ведра 2 12-литровых, может 2,5. Пестерок не взял. Пестер, конечно, намного удобнее в плане вот грибов. Вот они, белокурые братцы стоят. Красавчики. Чистые, блин, ё-моё. Аж хруст стоит. Да. Красота. Короче, корзину, ребят, набью легко. Смотрите. Вот такая семейка. Раз, два, три, 4, 5. Я тут сейчас штук 6 собрал. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Это то, что я вижу. Друзья. Рай. Просто рай.
На такую семью надо сфоткать. А то вот многие, знаете, говорят, что это постановочные фотографии. Нет, это вот они прям так и стоят. Кстати, фотографии публикую ВКонтакте, в Инстаграме. Ссылочки в описании. Заходите, друзья. Всегда рад новым друзьям. Задавайте вопросы. Всегда там отвечаю. Потому что в Ютубе, ребят, у меня задержка большая. Вот, блин. Просто космос. Просто космос. Такие толстоногие. Жесть. О-о-о, смотрите, ребят. Этого я достану показать. Вот это Будулай. Будулай Семенович. О, чистый. Ладно, ребят, собираю эту тут банду. Что-то 15 штук тут насчитал. И, наверное, корзина будет полна у меня. Да, жара. Ну вот, друзья, выхожу на тропинку, на которую я заходил. Встречает меня тут такой богатырь. Ну что, так и получилось. А, даже их два. Я даже не вижу уже, ребята. Настолько расслаблены, что вальяжно их собираю. Ну вот как-то так. Так, ну что, тут корзинка, ну почти полная, почти. Значит, что мы как делаем, ребята? Наверное, еще вот центр пробегусь, потому что я шел по окраине этого бора. С ведра сейчас выложу. Набью полную корзину. И как раз там у меня будет штук 10 добрать. Штук 10 добрать в ведро. И я буду полный. Заодно как раз полностью пройдусь по борику. Раз уже никуда не пошел, чисто здесь, не отходя, так сказать, от кассы, собираю. Так и сделаем. Вот так, сейчас я красиво, ребят, сложу. Вот видите, грибочки посинели. Начинает синеть. Руки, кстати, да, грязные от грибов. Есть у них такое дело. И вот глаза нельзя тереть, потому что будет гореть глаз. Ну вот, как раз сейчас. И тут у меня ведерко, друзья. Полная корзинка будет. Прям красавчиков. Вот так вот. А здесь добьем. Сейчас добьем. Корзинку оставляю прям здесь. Медведь, надеюсь, не придет, не заберет. Ну, а человек, если что, я увижу. Раз они, друзья, везде, значит, и сейчас в центре тут тоже соберем. Здесь так более открыто. Солнце попадает. Крутанусь, ну что, добрать уже надо. Что тут? 10 грибов. Шутя. И нормал. И хорош.
все. Ну все, ребята, прошелся. Тут как раз ведро добил, самые маленькие такие, как раз на бару. Шикарно. Ну, в общем, 4 ведерка получилось. Шутя, просто шутя, ребята. Красота, одним словом. Просто красота. Время у нас 11. Ну, я в 9 где-то зашел. Ну, вот 2 часика погулял, ребята. Вообще шутя, просто так. Даже ноги устались просто наклоняться. Красавцы, ребята, красавцы. Толстоногие, вот такие. Да, круто. Я мог бы сейчас еще, ребят, у меня есть пакет от бутербродов. Я мог бы сейчас еще рюкзак забить. Ну, нам этого хватит. Сдавать я не сдаю, как я вам говорил. Домой собрал. Естественно, я еще выеду собрать родственникам, там, может, друзьям. Чисто так для себя кайфануть в большей степени. А домой собрали. Вот такая охота, ребят, получилась. Крутая, я прям на одном дыхании, короче, на одном дыхании. Круто. Ничего не скажу. Просто вот так. Давайте, братцы, берегите себя, почаще на природу, за грибочками, и все будет классно. Пока. Ай, красавчики.